взрослые, живут отдельно. Елунину было 70 лет на момент смерти, так что вполне возможно дети от предыдущих браков есть еще. И я был по-настоящему удивлен сейчас, в 26 году, когда проверил информацию о нем, и опа, он погиб ровно через 26 дней после той моей публикации. Когда писал тот пост в январе 22 года, Елунин был жив, потом я больше не отслеживал. Конечно, это могло быть совпадением или устранением своими же, как свидетеля, знавшего слишком много о пытках в системе ГУИН во время геноцида чеченского народа. Но полагаю, что, скорее всего, это инсценировка, подмена тела какого-нибудь бомжа или неопознанного трупа. Фальшивые документы, и сам он спрятан где-то недалеко, живет под новой личностью. Почему? Потому что весь сценарий подозрительный. Его гибель после месяца буквально моего вот этого разоблачительной публикации. Выбор квадроцикла вместо снегохода зимой по льду. Идиотизм полнейший. Поиски, которые затянулись на 2 недели, хотя его искали всем миром, так сказать, чтобы тело пролежало, вероятно, как можно дольше, и чтобы оно было менее